Государственную Думу вносится законопроект, ужесточающий наказания для авиадебоширов. Курение на борту воздушного судна обойдется в сумму до 5000 рублей. Сейчас максимальный штраф за это правонарушение составляет 1500 рублей. Кроме того, до 12 тысяч рублей вырастет штраф за игнорирование распоряжений командира экипажа, а до 10 тысяч рублей за мелкое хулиганство на борту. Пассажир, находящийся в самолете в состоянии алкогольного опьянения, заплатит не 1500 рублей, как раньше, а будет оштрафован на сумму до 10 тысяч рублей. В филиале Россети Северный Кавказ Ингушэнерго подвели итоги работы по ограничению энергоснабжения неплательщиков за 5 месяцев текущего года. В январе-мае текущего года энергетики направили порядка 6 тысяч заявок на отключение должников, в том числе около 4 тысяч по категории населения и более 2 тысяч в отношении юридических лиц. Их суммарный долг перед энергокомпанией составил 349 миллионов рублей. После проведенной работы на расчетные счета предприятия поступили более 140 миллионов рублей. 2200 абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Сейчас организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. Инициативу о конфискации имущества в июне поддержало правительство. Как сообщал в начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем вдвое. Агрокомплексу «Сунжа» выдан сертификат продукции Кавказа на томаты и огурцы. Это уже 4-й производитель в республике, прошедший добровольную сертификацию своей продукции. Система добровольной сертификации продукции Кавказа разработана совместно Роскачеством и Кавказ РФ при поддержке Минэкономразвития России. Это поможет продвижению продукции. Подобный успешный опыт уже есть в других регионах страны. Первые 100 сертификатов выдаются бесплатно. Сбербанк предупреждает об активации мошеннической схемы со звонками от имени Пенсионного фонда. Злоумышленники от имени сотрудников Пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из СМС для входа в личный кабинет на портале госуслуг. Получив к нему доступ, мошенники могут оформлять кредиты на сайтах микрофинансовых организаций. При этом кредитная организация отмечает, что схема не является новой. Мошенники и раньше пытались под тем или иным предлогом получить доступ к личным кабинетам граждан на сайте госуслуг. В организации подчеркнули, что звонки поступают в основном людям старшего возраста. Миноборнауки России предложила с 1 сентября увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей, а правительственные до 20 тысяч, следует из проекта указа. Выплаты будут получать 3400 студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, которые соответствуют приоритетам стратегии научно-технического развития России. Стипендия правительства составит 20 тысяч рублей. Ее будут получать 5700 студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по любым программам высшего образования. Правительство России будет направлять регионам субсидии на завершение строительства или реконструкции объектов, которые не были сданы в установленные сроки. Субсидии будут выделяться на основании заявок, поступивших от глав регионов. Такие заявки будут рассматриваться штабом правительственной комиссии по региональному развитию. Средства будут предоставляться на основе софинансирования. Благодаря им планируется завершить работы на площадках, внесенных в Федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о создании в России новой государственной информационной системы учета военнообязанных, которая позволит встроить работодателей в воинский реестр. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект позволяет организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета.